значит, видеть, ну, каким способом сделали, вы будете выбирать уже. Может быть, в будущем будет у вас опыт, чтобы выбрать, ну, каким именно вариантом вам надо лучше воспользоваться для вот, нанесения именно краски. То есть кистью, там, чем. Тут ее можно набрызгать или что. То есть все способы, которые мы с краской ну, как бы используем, да, в живописи, здесь все хороши. Здесь все можно придумывать на ходу или, значит, благодаря вашему вот такому опыту, значит, как бы работы с монотипией. Вот видите, вот у нас уже даже фон будет совершенно ровный какой-то этот край иметь. Это здорово тоже. Видите, как получается, что мы тампонным способом каким-то, может быть, вам удобнее это делать. Может, тампон, как бы, может быть, пульверизатор, если вдруг вот есть такая техническая возможность, и вам интересно попробовать набрызгать как-то краску, да, это все вот востребовано будет для, значит, для такой работы. Она, будем надеяться, что все получится интересно, ну не все, вернее, я имею в виду, вот основная масса интересна. Вот. Эту работу можно продолжать, в принципе, если вы один оттиск сделаете с нее, вот, в принципе, краска останется на доске. Краска останется, ее можно продолжать. И при, ну, таких, как бы при желании можно попасть опять в этот же оттиск и еще раз оттиснуть. То есть то, что не получилось, в принципе, можно еще раз добавлять. Ну, это, ну, такая работа будет для удовольствия уже, наверное. То есть, пожалуйста, удовольствие испытывайте сколько хотите, добавляйте этот какие-то, может быть, не получившиеся места там могут быть. Все, Михайловна, видите, вот придумали как. Смотрите, фон как. Не нужно беречь края. Но мы обычно делаем паспорту. Ну, потом, да, потом делаем. И поэтому художники, ну, вовсю размахиваются. Но если так... Так тоже, да. Тут зато, смотрите, можно лить вот краску, прям лить, нальешь, потом ее, да. Вот. Вот какие вещи можно делать. Вот, то есть, если вы захотите пробовать что-то, это вот белые линии должны получиться, по идее. Видите, вот я рисую штрихи, например, да, по фону. Видите, штрихи уже получаются. То есть, смотря какая задача у вас и какая фантазия, вы можете много чего использовать именно при нанесении. Вот. Есть вариант, там есть валик у меня. Вот вариант валика тоже есть. Видите, вот просто раскатываем краску, да, на ровной поверхности, и мы можем получить другой вариант, как бы. То есть все возможно в этом плане. Так, ну у нас почти все готово. Некоторые места белые останутся. Ничего страшного, да, ведь? Просто хочется попробовать, что получилось уже. Может, там ничего не получилось? Почему не получилось? А мы можем проверить, знаете как? Сейчас очень просто проверить. Мы просто убираем изображение отсюда. Ну, ничего страшного. Убираем просто ее. Чтобы вот аккуратненько. Вот видите, что тут творится? Видите, на белом фоне ничего не видно. Значит, нам надо прорисовать. Вот у нас рисунок свой, который мы использовали. Мы его сейчас прорисовывать тогда будем. То есть то, что не видно, вот эти белые места особенно. Мы просто сейчас, да, контуры какие, да, надо прорисовывать. Да, надо прорисовывать. В принципе, видите, ну, масляная краска позволяет долго работать, поэтому можно это все сделать не наспех, да, спокойно. Найти вот эти вот нам места, где у нас есть границы предметов, там, и их не... Видите, что получается? То есть это все может быть доделано как бы до какого-то вашего желания. То есть сколько вы хотите это доделывать, пожалуйста.
Это еще есть время для этого. То есть нам нужно сейчас, получается, что там, где у нас видны недорисованные места, да, мы просто их стараемся найти, в общем-то, что-то постараться подправить, если нужно это, если не нужно, то вот какие-то нанести окончательные, может быть, блики или что-то нанести еще, что вам захочется. Изменить, опять-таки я говорил, изменить, цвет изменить, прорисовать, да, как говорят художники, прорисовать надо. Может быть, яркости добавить в каких-то предметах, яркости. Яркости или наоборот. Так. Мне кажется, что получится мазня, а мы использовать будем вот этот задачу. Что все получится. При эксплюшене краски она дает свой эффект нерукотворный. И вот этот как раз момент знакомства с печатью, она становится вышедшей как бы из-под станка, она не дает, не увидишь там руки. Там вот именно для этого и мы используем это монотипию, чтобы одна из технических, как бы, технически ее, вот само выполнение техническое, оно как раз и дает вот, свою вот, как в любой технике графики или живописи, способ выполнения дает свой колорит, как бы свою эту Красоту. Да, это в этом плане, да, как красота она уже выглядит, потому что нерукотворные вещи, вот эти, или фактуры, которые я говорил, нанесение фактур, они дают свою прелесть, свою как бы богатство палитры своей, своя уже палитра возникает, техническая палитра, не рукотворная. Так, много черного, да? Ничего страшного. Какие-то контрасты, да? Вам не хватило контрастов, мы контрасты добавляем. Какие-то контрасты. Но это вот все для тех, кто, конечно, уже рисует лучше, потому что они понимают, что они хотят сделать. Тот, кто начинает, то можно пробовать лучше с фактур. Темный фон, светлый фон получится. Да? Ничего? Так, добавили. Вот это будет белое. Ничего? Или... да, бутон. Сейчас это мы возьмем по-другому. Сейчас мы так положим. Бутон. Так, сейчас. Может. Потом мы объясним. Взгляните сюда. Юрий, один глаз. Куда? Сюда. Не так уж. Давайте вас потом снимем. Так, этот бутон желтый у меня получился почему-то. Ладно. Вот я пытаюсь как бы добавить, может быть, нам нет таких мест, где нет, то есть цвета. Я пытаюсь добавить что-то еще. Смотря сколько у вас, в общем, времени есть для этого. В данный момент у нас время поменьше, поэтому, пожалуйста. Так.
Так, наши знаменитые границы. Наши знаменитые границы. Без листьев, правда, получились. Ну, ничего. Ну, и такой фон получится, значит, без листьев. Что? Оставим? Делайте. Ну, Ну, все. Так, давайте оставим, наверное, уже. Ну, где-то белые вот останутся, наверное. Уж ладно. Ладно, мы их оставим для своей этой. Рельефов нет. Так, можно было прокатить что-то еще, попробовать. Какие-то вот такие вот, ну, добавить там. Ну, у нас только мазки. Ну, ничего страшного. Мазки так мазки. Так. Дальше, что нам нужно? Нам нужно наложить лист. Аккуратненько только, не сдвигаем. Сейчас мы... На перевернутом виде будет. То есть это будет зеркальное изображение. Если вы хотите получить прямое изображение, настоящее, как вам, допустим, повороты или, допустим, какие-то тексты, то, конечно, нужно, значит, и учитывать. То есть нужно тогда рисовать через зеркало. Вот это все, через зеркало. Тогда получится прямое изображение. А так, вот в данном случае это будет не наша картина, да, вот это, а будет как бы ее выворот. Так, как мы тут приклеивали, сейчас мы это все. Сейчас мы попробуем увидеть этот фон. Чудесный. Ух ты. Ой, здорово. В жизни бы так не подумал даже, как это можно вообще. Ага. Да ничего страшного. Четко. Ну вообще, ну очень, тогда, очень хорошая задумка. задумка очень хорошая. Тогда надо ставить. Видите, как получилось? Совершенно здорово. Совершенно новый этот. Да. Так, теперь мы накладываем так бумагу. Подождите, я не закончу, не Лучшие качества. Где ваши руки? Вот они. Здесь лучшее качество оттиска, конечно, лучше всего использовать технические какие-то способы. Это Одним взглядом сюда смотрите. станки. Специальные станки, которые дают прижим бумаги к доске. Специальные станки. Они, конечно, дают очень чистые и более качественный оттиск. Да. Вручную тоже это один из этапов, который надо. Так, Татьяна Николаевна, уберите-ка вот этот вот этот, да, вот этот, так. Сейчас мы постараемся как бы найти этот наш ракурс. Ну да, найти прямость. Ну, в случае чего мы потом подрежем бумагу, если она будет у нас. Вот мы накладываем бумагу. Сейчас важно нам получить оттиск, да? То есть для этого нужно давление определенное на доску. Давление. То есть на краску нужно получить давление. Я в данном случае притираю просто бумагу, притираю. Но еще пока ничего так сильно не давлю. Вы даже можете сейчас при ручной вот такой печати можем даже проверить, что там происходит. Даже можем вот так взять и проверить. Вот так взять и проверить, что там происходит. О, класс. Уже что-то происходит, видите? Но давление слабое, поэтому все подряд не пришло. Видите? Видите? И вы видите, что Сейчас, подождите, вот это не... Да. Да. Туда смотрите. Угу. Вот поэтому это используется, и художники это очень любят. Там могут всякие неожиданности быть. Неожиданно, интересно. Вот я сейчас притер. Вы В принципе, забыли подпись поставить. а подпись... Зеркальную. Подпись ставится на готовом произведении. Готовое произведение это оттиск. Поэтому он сначала получается, а потом уже ставится подпись. Так, ну вот. Будем считать, что мы... Выдавили. Мы еще не выдавили, конечно. Вот на станке это прям давление происходит. Вот, поэтому лучше использовать что-то,
что можно, ну, как бы надавить чем. Я руками, да, допустим, подавил. Можно подавить некими вот такими вот валиками, да, подавить. То есть этот этап печати самой, он сам по себе очень тоже нужный, интересный, и при нем тоже можно получить эффекты. Поэтому от силы давления зависит само изображение тоже конечное. Вот в чем дело. Вот. Самый старый способ — это печать косточкой, так называемая. То есть из кости делается ложечка, и ей притирается бумага к основе. Вот. Мы используем иногда с детьми ложки, просто обычные ложки, столовые. Вот. Сейчас посмотрим. Если полосы останутся от валика, то это не очень хорошо. Ну, лучше равномерное давление, в общем. Сейчас посмотрим, что там еще дальше было. Видите, первый вариант был вот такой светлый. Сейчас какой? Побольше цветов, да? Да. То есть вы при печати можете оставлять, ну как бы, оставлять оттиск в таком состоянии, в котором вам больше нравится. То есть вы можете вот в таком состоянии оставить, да, можете еще давить, так, чтобы вот как можно больше краски перешло на бумагу. Давайте больше давить. Больше? Давайте. Давайте больше давить. А вам как нравится вот самим? А вот, Мне уже так понимаете, прозрачно. тут вот вкусы уже. Да? Да. Это Ну, вкусы. Все Это, познается в вот сравнении. понимаете, чай с сахаром или без сахара, это вкусы уже. Вот это вот без сахара пока. С сахаром, когда много, тут уже красный будет. Вот то же самое. Ну, нет, можно, конечно, Это тоже- густо наложить. Да, масло. это тоже свой Ну, как эффект. бы слишком много вот Тоже растущего. нехорошо, Да, да. да, да. Ну, почему, Татьяна Михайловна? Вот я и говорю, тут надо уже понять. Хотеть чего-то. Да. Хотеть. Но все познается в сравнении. Пробовать, да. хотеть, да. То есть, если бы мы сейчас запустили на станок, то почти бы вся краска перешла. Да, там И давление там, сильное. вы знаете, как Комфортный получается? станок, Да. печатный. И там получается, что вот то, что у нас плотные вот такие вот оттенки, вот здесь, например, да, вот на боку, вот это бы все залилось бы. Краска, она сильно, как сказать, расплющивается, сильно растекается. Даже иногда бывает такими потеками уходят с доски. Ну, какие-то некачественные вещи получаются даже. Ну а что делать? Надо пробовать давление, чтобы получилось то, что хочется. Ну, Или может, хотя бы приблизительно то, что Может, хочется. это тогда. Это вот вариант как раз такой непредсказуемости, что художники любят использовать. Непредсказуемости. Доверимся. И если эту работу сейчас поставить на выставку, например, на художественную, да, все будут думать, а как это сделано? Вот этот момент загадки в работах художники любят. Это загадка. Как же это сделано? Как это понять? Как это изобрести? Вот это все и есть оттуда. Из Ну, давайте. нашего большого мира. Показывай, Юрий. Да. Нашего большого мира графики. Все, получилось. Да, Большого наверное. мира. Ну все, давайте. Ну, это колдовство. Ну, колдовство, да. Это вот давление. Ну, давайте вот думать. Давить давайте еще. Давайте. Кто хочет давить, пожалуйста. Но скотч — это просто чудо. Я встречался, ну, как бы у нас была специальная встреча с художником из Италии. Он показывал, как скотчем работать. Тоже. Он делает акриловые картины, вот, но скотчем выкладывает сами изображения. То есть края он выкладывает, потом валиком скотч убирает, опять скотчем выкладывает, опять. Например, у него большие скотчевые поля, он полностью выкладывает, вырезает, значит, свой контур там, и что ему нужно, опять закатывает, красной краской, потом зеленой. То есть это тоже вариант печати, между прочим, ручной. Но он такой трафаретной печати называется. Давайте, Юрий Ильич, открывайте. Ну что, Открывайте красиво. Снимаем. Да, снимаем. Подождите, как снимаем. Давайте постепенно. Сейчас. Подождите, Юрий Ильич. Держите так. Вас не видно. Давайте. Вот. Голова только видно. Чуть-чуть. что нужно? Ниже. Вот это белую чуть-чуть. Ниже, опусти ниже. Ниже. Ага, вот так. Ладно.
работать вручную, да, можно, Покажи что-то- дальше, как продолжить. можно продолжить ее вручную, Покажи можно дальше. дорисовывать Давай что-то. дорисуешь, да? Второй вариант, это можно попасть опять в это изображение еще раз. Но попытаться. уже не попадешь. Ну, точно не попадешь, но в том-то и Нет, прелесть. Юр, дорисуй, пожалуйста, немножечко вручную. Да, чуть-чуть эти. Это уже... Это берем? Да. Вот. А с этого оттиска тоже можно получить еще один оттиск. Мгм. Вот. Обычно в монотипе печатается, Давайте попробуем. ну, где-то 2 раза. То есть вот это при способе печатном вот через станок, это был бы второй. То есть более слабый. Мгм. А первый он бы был сочный, Мгм. а второй был бы вот более слабый. То есть там тоже, ну, кто занимается со станками, с графикой, они обычно, ну, понимают, о чем речь. Там способ вот этого само давление, оно дает вот эту вот разницу, разную. То есть в этом тоже есть выбор какой-то, есть свобода в том, что художник выбирает, что ему лучше, что ему ближе как бы по духу, что ему интересно. Дорисуйте, пожалуйста, немножко. Ну тут уже просто несколько, другими надо мазочками просто Да, рисовать. чуть-чуть. У меня сейчас просто эти тонкие кисточки нет. Здесь, Динара, разбавить. сними на фотоаппарат. Ага. А на... Что-то у меня это... Ошибку дает. Никогда такого не было. Ну, бывает иногда, может его включить-выключить. Ну, так и пишет, выключите, снова включите. Да. Вот видите, желательно добавлять Я делаю то, что- то, что вы, Не ну, слушайте. что-то вам не понравилось, что-то вот, может быть, залысины какие-то, да, вот получились. Вот. Добавлять так, чтобы все-таки руку было так сложно увидеть, потому что сама печать, вот она дает вот эту прелесть, вот, как бы не тронутую, фактуру, нетронутость какую-то дает, да. Это такая своя выразительность, своя прелесть, что ли. Угу. А если мы... По этим пятнам пройдемся, да? Да, пройдемся просто там, где вот, ну, вот нам что-то такое вот показалось, что не нужно. Да, Какие-то контрасты добавим. Не, мне, например, нравится печать. М. Вот Нет, как Ну, я- мне вот тоже- Нет, а завершить Ну, работу вы знаете, надо. чтобы завершить работу, это надо внутри вот этой доски дорисовывать. Ага. И опять, Ага. значит, переместиться, Он, вот опять здесь печать. более мягкий, более такой нежный. Да, а когда руками уже Да, другое, да. уже Нет, другое. Нет, Юр, чуть стебли можно, вот чуть стебли, вот чуть-чуть вот тронуть, вот, чуть тронуть. Никто не говорит, что надо много сделать, Мгм. а чуть-чуть тронуть, вот. Ну, вот я думаю, что Вот нас- если употребить для рисунка побольше времени, да, Мгм. в общем, и немножечко потренироваться именно по печати, Мгм. чтобы вот именно оттискивать так, как вам нравится, Мгм. то можно очень, ну, много чего интересного сделать. Мгм. Вот. Просто нужно время, конечно, для всего, для рисования, для, значит, вот способ давления вот это использовать, другой, может быть. Я сейчас могу вам прокатить. Это как нас природа создала, все равно чуть косметики мы прикладываем, оно уже как бы выразительно. Мы что делаем? Я могу вам на станке показать просто, что будет со станком, если нанести какую-то краску на доску, на основание и продавить. Вы увидите, что разница большая будет. А у вас есть станок? Станок есть, Мы давление же есть, делаем просто он охотный маленький. станок. Он маленький. А, Он для этой доски не ну, подойдет. Это большеватое. Это У нас большевато. талер, вот талер вот В такой. школе маленький. А вот мастерской, которую мы все Мастерской большая, там да. два больших. В мастерской это там. На большой На красной. большой красной, да. Поэтому Там мы ее есть бережем, талер. чтобы ее... Это единственное на регион. Вот это много слов было насчет этого. Ну, а что сделаешь? Это люди туда, Туманов туда. Да, и народная тема. Правильно. Вот для этого все это и делается. Вот. Для инородности. И теперь пускай спросят, а как это, где это? Все? И что интересно, может быть, печатную форму, как вот я показывал, линогравюру, можно тоже с разными вариациями печатать, но все равно она будет примерно одна и та же, да, то в монотипе часто вообще неповторимо, во-первых, да, то есть все, один оттиск неповторимый. И его повторить вручную очень трудно, вручную, вот чтобы вот это все нарисовать, это нереально просто. Кистью или чем, ничего не рисуешь, это только при печати получается. Это афорты.